Алло, приветствую вас. Алло, слышно меня, да? Да, добрый день. Да, добрый день. Очень приятно вас всех Добрый день. сегодня приветствовать. У нас, значит, очередной вебинар. Это вебинар Малой академии наук Республики Саха-Якутия, который работает как региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей по модели образовательного центра «Сириус», образовательного фонда «Талант и успех». Фонд, который поддерживает президент нашей страны. Соответственно, значит, у нас было очень много федеральной поддержки и прочее, значит, с финансовой точки зрения. И у нас, значит, есть вот такая регулярная ежемесячная, значит, мероприятие ежемесячное, которое называется вебинар, который мы проводим для наших же своих региональных, значит, отделений Малой академии наук, которые по определению во всех районах и улусах находятся, но в основном нас слушают, значит, наши коллеги из других регионов, плюс, значит, естественно, юные исследователи Якутии, да, и много еще других детей, потому что у нас примерно довольно такая обширная аудитория, и плюс учителя и прочее, которые интересуются проектными, научными, значит, направлениями развития. Ну, меня зовут Павел Василий Климович, я являюсь ректором Малой академии наук, руководителем вот этого регионального центра. И у нас сегодня тема называется «Энергетика будущего». Ну, как мы уже знаем, что энергетика сейчас невероятно важный, ну, наверное, самый важный пункт теме, значит, всех тех политических и прочих действий, которые происходят у нас, да, кстати, вот недавно в Глазго проходила совершенно, значит, КОП-26, все, что связано с все, что связано с нашим дальнейшим развитием, оно действительно связано с энергетикой, потому что мы, во-первых, когда начинали еще в 1900 году, да, население нашей Земли было примерно 1 миллиард человек, сейчас более 7 миллиардов, да, кстати, или больше. Очень скоро мы достигнем точки там до 9 и прочее. Ну и, соответственно, экономика мировая, она увеличилась в разы абсолютно, да, кстати. То есть потребление энергетики, которая была совершенно такое стагнирующее в течение там столетий до этого периода, возросла на почти что на многие-многие разы, значит, и сейчас представляет собой вообще гигантскую такую, значит, сферу деятельности человека, и она представляет собой невероятно такой лимитирующий фактор нашего развития. Ну и, соответственно, значит, в свое время знаменитый Калисто Гульбекян, который стал провозвестником нефтяной эры в возрасте 18 лет, который написал знаменитую свою книгу про петролиум, да, кстати, про нефть, и он как раз предрекал то, что весь 20 век будет веком нефти. Ну и, соответственно, значит, мы живем под тенью этого утверждения. Ну и во всем этой корзине наших энергетических расходов и прочее, нефть до сих пор прочно занимает очень большое место. Это 31% всего мирового, значит, энергопроизводства. Оно как раз относится к нефти. Ну и, соответственно, значит, у нас также остается, значит, уголь очень важным, так сказать, средством, это 27%. А то, что касается гидро, так называемый renewable, возобновляемые источники, это совершенно мизер какой-то, да, кстати, ну, по сравнению со всем этим, но все равно довольно существенно, это 7%, а то, что касается других, там, солнечной энергии, там, прочее, да, оно уже поднимается к 6%, да, кстати, что самое удивительное. Было очень много разных историй красивых, которые мы все время ждали, да, так сказать, что, значит, возможности невероятные будут с использованием совершенно новых нанотехнологий, которые увеличат у нас возможности, значит, батарей различных, да, были потрачены огромные средства еще во времена там правления в Америке Обамы, например, я помню, да, кстати, как там миллиарды долларов были инвестированы, значит,
различные проекты, связанные с этим, да, для того, чтобы увеличить там как раз и ту часть энергетики, связанные с солнечными батареями. Ну и сейчас самый большой производитель первичной энергетики Китай, который примерно в год производит там 2500, ну это в единицах там миллион тонн, значит, нефти, да, так сказать, единицах таких, что примерно там, если увеличить 11 раз, да, так сказать, то получается в терабатах, да, так сказать, огромное количество просто энергии. Значит, они приняли уже такую идею, да, что должны сделать буквально энергетику зеленой, да, так сказать, перейти там на электричество и прочее, сократить буквально к 50-му году все свои расходы по углю, по потреблению, значит, нефти и прочее, да, так сказать, но это тоже будет иметь очень большое такое значение, да, и сегодня у нас хочу я поприветствовать наших, значит, участников, которые расскажут, специалисты по энергетике, значит, Федоров Артур Григорьевич является доцентом-исследователем физико-технического института у нас, значит, кафедры теоретической физики Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Приветствую вас. Да, добрый день. Да. И у нас Хаитанов Александр Михайлович, научный сотрудник отдела электроэнергетики Института физико-технических проблем Севера, Сибирского отделения Российской академии наук. Тоже приветствую вас. Вы же относитесь сейчас к ФИЦу, да, получается? Да, к ФИЦу относимся. Да, ФИЦ – это Федеральный исследовательский центр, да, такое новая абсолютно вещь, да, так сказать, интересно. Ну вот я хотел бы сейчас вот предоставить слово, да, так сказать, как раз значит, Артуру Григорьевичу, да, пожалуйста, Артур Григорьевич, значит, все наши, как говорится, видения по поводу того, как будет развиваться энергетика будущего, ну и, соответственно, значит, какие у нас в этом плане карьерные перспективы для юных исследователей, которые хотят заниматься этой темой, да, так сказать, в дальнейшем, какие у нас есть в Якутском Северо-Восточном федеральном университете возможности для этого, да, так сказать, хорошая ли это карьера. Ну, в общем, все вот эти, как говорится, идеи, которые будут важны для наших юных исследователей, да, в дальнейшем для того, чтобы построить будущую свою и карьерную, как говорится, стратегию. Пожалуйста. Ага, да, спасибо, Василий Климович. Ну вот, как уже было отмечено, да, то, что энергетика, ну, особенно энергетика будущего, является достаточно актуальным, ну, можно сказать, одним из актуальных направлений не только вот науки в целом, но и вот, в принципе, и промышленности, так как, в принципе, сейчас на данный момент вся наша деятельность, она навязана именно вот на энергии, то есть все наша работа, наша деятельность обычная, да, и вот все это связано с энергией. Ну и в принципе сейчас, если вот обсуждать вопрос энергетики будущего, то вопрос, я бы сказал, достаточно сложный, так как тут есть много нюансов, много моментов своих, которые вот требуют решения. Но, в принципе, ну, я как ученый, да, я буду вот, ну, исходить из уже известных способов, известных методов, которые вот, в принципе, могут в будущем дать ну, достаточно сильный толчок именно в развитии энергетики как таковой. Ну и, в принципе, тут можно, ну, в принципе, если считать вот энергетику, то его можно по-другому трактовать как альтернативные источники энергии. И, соответственно, в настоящий момент существует два, я бы сказал, четыре основных направления. Это, как уже было отмечено, возобновляемая энергия. Второе – это новые виды топлива для получения энергии. Следующий пункт – это холодный синтез, то есть имеется в виду термоядерный синтез. И, соответственно, последнее направление, я бы сказал, это обуздание плазмы, то есть получение энергии из плазмы, то есть это четвертое агрегатное состояние вещества.
Вот, ну и, соответственно, по этим вот как раз направлениям и, ну, в данный момент идет развитие. Хотелось бы остановиться на вот этих вот направлениях. Ну, по возобновляемой энергии я бы хотел выделить такие вот перспективные направления, как энергия приливов, которая является достаточно актуальной, но сейчас вот оно как бы на стадии разработки, есть идеи, есть модели, да, но пока вот опытных таких подходов, методов пока не реализовано. Дальше следующую область данного направления можно отнести энергию солнечного света, геотермальную энергетику и, соответственно, биоэнергетику. Ну, в данном случае по вышеперечисленным областям, то есть можно выделить как раз таки вот для школьников это биоэнергетику, так как оно более ближе и более, ну, можно его по принципу здесь и сейчас вот попытаться как-то вот реализовать. Ну, в принципе, тут тоже стоит отметить те недостатки биоэнергетики, то, что на данный момент не существует таковых методов для промышленного применения, но для обычных, вот, например, для обеспечения дома жилого, да, ну, в принципе, тут можно вот придумать различные подходы, методы, чтобы вот реализовать и получать вот, соответственно, энергию как раз вот из биоресурсов. Вот следующее, этот по новым типам топлива, тут стоит отметить два основных момента. Ну, тут более сложный момент, так как для того, чтобы открыть что-то, то есть новый вид топлива, то тут необходимо разработать новые соединения. Ну, в принципе, если судить по существующим способам, то это водородная энергетика, ну и, соответственно, это газовые гидраты. Как раз вот по газовым гидратам сейчас вот в Японии недавно, вот в 2017 году вроде бы, начали масштабные вот работы по как раз-то по вот выработке вот этих вот газовых гидратов, то есть получение энергии из газовых гидратов. Вот. Ну, а следующий вот холодный синтез, холодный термоядерный синтез, ну, я бы сказал, сейчас это, ну, оно уже известно уже с каких 40-х, да, годов прошлого века, но тут, ну, я бы сказал, немножко фантастическая идея, но, в принципе, оно имеет место быть, так как в любом случае ну, при каком-то альтернативном подходе мы, в принципе, сможем, да, то есть если возникнет какая-нибудь идея, то есть возникнут способы получения холодного ядерного синтеза, то это будет, можно сказать, прорыв в энергетике. То есть можно сказать, с этого момента и начнется революция энергетическая. А по плазме тут стоит отметить то, что основная задача это обуздание самой плазмы, то есть создание таких вот полей. То есть плазму сейчас можно сдержать в сильном электромагнитном поле, то есть необходимо, чтобы вот это электромагнитное поле затрачивало меньшее количество энергии для того, чтобы вот сдержать вот эту плазму. Но в данный момент пока такого подхода, такого метода пока мы тоже не получили, но, в принципе, по данному направлению тоже ведутся работы. Вот это как бы интересная, да, часть. Ну и, соответственно, то есть по всем этим вышеперечисленным подходам, по направлениям, ну то есть вышеперечисленные направления являются достаточно трудозатратными, требующими достаточно серьезных вливаний средств, да, и времени. Поэтому тут они пока, многие они пока на стадии разработки, стадии вот модельных задач, решения модельных задач, да, вот. Но в будущем я надеюсь, что вот один из этих направлений, ну вот, в принципе, все равно будет, ну, выйдет на такую вот ступень, когда вот процентное соотношение как раз таки вот отмечено вот 30, да, вот 5%, оно вот немножко изменится в мировом плане. Вот, и, ну, соответственно, еще тут стоит отметить тот момент, что
Ну, для школьников, можно сказать, я бы, ну, для школьников наиболее перспективным, я считаю, что направление это биоэнергетика, то есть тут они как раз таки могут уже начать исследования, то есть оно под силу, можно сказать, школьникам. Ну, вот такой вот момент. Спасибо. Да, Мгм. очень такое, как говорится, концентрированное и яркое введение в тему, да, так сказать, наших интересов. Ну и, соответственно, значит, много вопросов еще остается, да, так сказать. Да, Ну, конечно, я бы, там да, огромное количество. естественно, да. И я бы хотел сейчас дать слово Александру Михайловичу, который представляет собой академический институт, известный на Дальнем Востоке и Восточной Сибири, да, своими и практическими, и прикладными исследованиями, и также представляющим собой серьезную фундаментальную науку. Пожалуйста, Александр Михайлович. Спасибо. Мгм. Ну, если рассказать про энергетику будущего, соглашусь с коллегами, то что это очень такая, ну, сложный вопрос на данный момент, потому что очень много. Ну, это вот как любое развитие, оно в самом начале имеет какое-то семя, которое закладывается, и дальнейшее произрастание уже вот этого вот семени как раз-таки выходит в знания. И эти знания, они накапливаются, какие-то гипотезы и так далее. В основе этого знания они подтверждаются теоретическими, опытными испытаниями и так далее. То есть это вот совсем отдельная наука. И если говорить про энергетику будущего, вот абсолютно согласен с выше приведенными направлениями. То есть здесь в основном, если мы рассматриваем энергетику как отдельную фундаментальную науку, конечно же, здесь вот основной момент – это изучение вот тех физических процессов, с помощью которых мы сможем получить, ну, наиболее выгодный эффект при преобразовании, допустим, этой энергии точнее, при получении энергии. Если это мы говорим про энергетику в целом, про основные первичные виды топлива и так далее. Если же мы ну, не углубиться, а немножко отстраниться от этой первоначальной части и перейти уже к текущему состоянию использования энергии. Ну, это я вот буду говорить про электроэнергетику, потому что это, ну, я как раз-таки являюсь научным сотрудником отдела электроэнергетики. То есть в этом плане на данный момент дела обстоят следующим образом. Ну, все, скорее всего, уже те, кто интересуется электроэнергетикой и так далее, знают про задачи, которые стоят на данный момент. И основная задача – это интеллектуализация электрической энергии. То есть это вот управление процессами, которые протекают на данный момент в электроэнергетической системе. То есть что это означает? Это означает, что у нас, вот, допустим, была ну, базовый такой сценарий, электрическая станция где-то строится и вырабатывает определенное количество электрической энергии и передает к потребителю, ну, с соответствующим преобразованием напряжения и так далее. На данный момент это уже как бы такой, скажем так, в кавычках старый способ. То есть сейчас как раз-таки дела обстоят именно следующим образом. В управлении, в горизонтальном управлении, ну не только в горизонтальном, можно сказать и в вертикальном управлении вот этим вот потоком электрической энергии. То есть если мы на данный момент разрабатываем, ищем какие-то новые способы получения энергии, скажем, вот то, что перечислил Артур, то именно на данный момент все равно надо какие-то оптимизационные мероприятия проводить и так далее, то есть искать что-то новое. И в этом случае уже как раз-таки приходит управление именно тем, чем, как говорится, можно управлять на данный момент. А это вот как раз-таки потоки электрической энергии. То есть здесь тоже на самом деле
ну, можно сказать, задач очень много, потому что если мы говорим про управление, то это, соответственно, изменение свойств и материалов, и характеристик самой электрической энергии. На данный момент перспективные технологии называются активно-адаптивными, то есть это вот те приборы, устройства, какие-то организационные мероприятия, которые могут привести, точнее, к, ну, как я уже говорил, к управлению именно потоками. То есть это вот Smart Grid, есть так называемая система на данный момент, умные сети. Вот с помощью вот этих вот устройств новых, ну, есть вот такие вот изменяемые устройства, то есть которые вот как раз-таки управляют потоками в трехфазной электрической сети. Вот с помощью них можно передавать, ну, ограничивать мощность, допустим, где-то, перераспределять и так далее. То есть вот в этом направлении, ну, если мы говорим про школьников и так далее, конечно, это вот большая энергетика традиционная. Если мы говорим про школьников, это уже вот есть верхний уровень, это Smart Grid получается, и уже по уменьшению есть так называемые микрогриды, то есть это вот грид, это вот вообще сеть, система. Если мы говорим про электроэнергетику в масштабах города, допустим, это вот условно города, то есть это у нас получается уже Smart Grid, если мы говорим про квартал, про маленькую деревню, поселок и так далее, это микрогрид. То есть для того, чтобы решить такие глобальные вопросы относительно больших масштабов, надо начинать ну, скажем так, с маленьких шажков. А маленькие шажки, они как раз-таки относятся вот к микро-наногридам. То есть это, ну, можно сказать, исследование, да, именно вот этих вот свойств управления энергией в масштабах квартиры, скажем так, частного дома, и затем уже постепенно идти от меньшего к большему. Когда вот ну, при рассмотрении, скажем, при вот таком вот анализе и так далее, следует обратить внимание на то, что все вот эти вот смарт-гриды, микро-наногриды и так далее, умная энергетика, она строится на нескольких базовых вещах. То есть это есть у нас вот энергия, с которой мы хотим управлять. Каким образом мы будем это делать? То есть с помощью каких-то отдельных элементов системы, то есть вот тех же самых устройств, или с помощью комплексов вот этих вот устройств. Ну, это, вот, допустим, пример. Мы хотим управлять энергией, ну, скажем так, в частном доме своем. С точки зрения именно вот перехода, ну, точнее, если мы говорим про будущее, я вот хочу, допустим, с помощью смартфона управлять нагрузкой, то есть включать, отключать чайник свой, допустим, приходить в дом, говорить свет, и свет должен включаться. И как вот это все взаимодействие между собой организовать, вот как раз-таки эта задача вот именно стоит в основе электроэнергетики будущего. На данный момент есть ну, много, скажу честно, разработок. То есть это вот все, наверное, слышали про термин интернет энергии, IoT, который называется интернет вещей и так далее. То есть это как раз-таки то же самое. Это вот относится к электроэнергетике будущего, потому что мы можем с помощью этих вещей, с помощью сквозных технологий, которые заложены вот именно вот в этих разработках, расширить все это дело и использовать для управления энергией. То есть, допустим, у меня есть какой-то частный загородный дом, где нету централизованного электропитания, то есть нету там
линии электропередач и так далее. Но у меня есть электромобиль, скажем так. Я подъезжаю к этому дому, к загородному, подключаюсь к сети с помощью электромобиля и использую свой электромобиль как источник электрической энергии. То есть, ну, вот такой вот пример, скажем так, простой. И этот же электромобиль при постоянной зарядке у меня уже в городской квартире, скажем так, или в доме, в частном доме, в черте города, где есть доступ к централизованному электроснабжению, я могу с помощью это уже нагрузка будет для меня, с помощью этой нагрузки также управлять электрической энергией, то есть выдавать сеть и так далее. И если мы говорим про все эти вещи, конечно же, основные направления для рассмотрения – это возобновляемые источники энергии. Ну, это вот уже как тренд сложившийся, потому что углеродная энергетика, она, как все эксперты, уже с конца 80-х годов прошлого столетия, и они отмечают то, что все это дело у нас закончится. То есть надо вот переходить к возобновляемым источникам энергии. По различным экспертным данным, возобновляемые источники энергии будут превалировать над традиционной энергетикой где-то к середине вот этого вот столетия, то есть 2050 год и так далее. Ну, это вот также экспертная оценка, то есть она не всегда является такой вот конкретной, может меняться, потому что там, какие изменения будут, еще неизвестно. Но тренд есть для развития возобновляемых источников энергии. Также это вот первое. Второе – это накопитель электрической энергии, потому что основная проблема при управлении потоком электрической энергии в том, что электрическая энергия не консервируется. То есть это мы не можем про запас сгенерировать какое-то количество электрической энергии и затем уже отдать их в сеть, грубо говоря. Поэтому накопитель электрической энергии – это тоже отдельная тема. И все эти, два перечисленных направления, они связаны, конечно, с фундаментальной наукой. То есть это как раз-таки про то, что рассказывал Артур. То есть там требуются очень большие вложения, очень такие наукоемкие технологии и так далее. Значит, ВИЭ, накопитель электрической энергии, и вот, интернет, вещей, скажем так. Это тоже вот отдельное направление, которое взаимодействует. Почему интернет вещей? Потому что интернет – это вот единственный, можно сказать, способ связи, самый распространенный, и куда можно интегрировать какую-то электронику высокоточную, которая может коммутировать как раз-таки вот силовую часть электроэнергетических сетей и так далее. Туда входят все всякие микроконтроллеры и так далее. Вот уже такие работы были на самом деле. Вот на последнем этапе конкурса были, допустим, моделирование было математическое по гибридной энергетике, то есть при использовании солнечных панелей и традиционной электрической станции. Там дизельная, по-моему, была. И вот это вот можно прийти, точнее, выстроить математическую модель и масштабировать ее. То есть допустим, вот мы сказали про гибридную электростанцию, там, где используется традиционная и ветроэлектроустановка. То есть что будет, если подключить все это дело к централизованному электроснабжению от линии опор электропередач, то есть там вывести какие-то закономерности и так далее, и построить, выстроить, точнее, другую математическую модель. Также допустим, вот про тот же автомобиль, пускай будет, просто мы говорим про школьников, поэтому хочется такие более реальные какие-то проекты озвучить.
конкретные, то есть вот про перевод, ну, допустим, частного дома к электроснабжению от электрокара, допустим. Ну, такое вот, то, что приходит в голову навскидку, то и говорю. Были также работы, связанные с управлением, именно умным управлением на примере какого-то стенда. Стенд был, который подключался с помощью приложения ну, точнее, работа этого стенда регулировать с помощью приложения. Это тоже очень хороший такой пример. Но так как в целом таких работ много, поэтому надо искать какую-то новизну, чтобы она вот реально выстрелила, можно сказать. Ну, как-то так сумбурно, но попытался передать свое, как говорится, вот, видение. Спасибо, Александр Михайлович. Естественно, очень интересный такой подход с точки зрения значит, разумного и экономного использования энергетики. Да? Кстати, это же важная часть, да, всего того, что мы как раз используем. И я просто вспоминаю такие явления, да, кстати, когда я где-то 80-е годы, конце, да, кстати, 90-е, будучи в гостях, скажем так, ну и проживая там в Соединенных Штатах, я был удивлен тем, что понятие экономии, вообще такого даже слова не было, да, так сказать. То есть там люди просто оставляли все включенными, да, так сказать, электричество и прочее, да. Это, ну, даже ни в какие расчеты даже не воспринималось это, все никак, да, так сказать. Там гигантские эти молы стояли все время освещенные, да, так сказать. И считалось абсолютно в порядке вещей, да, так сказать. И сейчас все это вот электричество, которое энергетика, да, так сказать, на самом-то деле достигаемое из невозобновляемых источников фактически, да, так сказать, она на самом-то деле сейчас кажется исключительно большим расточительством и прочее, да, естественно, еще ожидая то, что это все приводит к массированному изменению и климата, и порождает огромное количество нереальных проблем, да, так сказать. И в этом плане, значит, мы еще прожили через какой-то период, да, так сказать, когда мир там очнулся перед таким, знаете, фактом, да, который назывался прохождением через точку Хаберта, да, Хаберта Кинга, да, так сказать, когда запасы, невозобновляемые запасы энергетики, да, так сказать, окажутся уже достижимыми, да, и, соответственно, значит, дальше уже нету никакой возможности для роста, да, фактически будет снижение всего этого. Ну и, соответственно, значит, мир оказался в такой вилке, да, невероятных проблем, потому что, с одной стороны, абсолютное желание все время расти, а с другой стороны, ограничение тех вот определенно традиционных источников энергии, да. Как с этим мир будет справляться, да? Мы же все время увеличиваемся в количестве, да, люди мира, значит, потребности наши также не ограничены, да, соответственно, у нас и вся концепция нашего развития, она же подразумевает увеличение экономики хотя бы на 5-6% ежегодно, и, соответственно, это означает, что большое количество потребления энергетики, да. И тут же вы уже сказали такую вещь, которая тоже, как говорится, является важным, да, что невозможно сохранить электрическую энергию, да, так сказать, на долгие периоды и прочее. Вот все эти возможности, да, связанные, например, теми же использованиями новых видов батарей, да, так сказать, способов сохранения, смогут ли они в какой-то мере в будущем, да, обеспечить какой-то длительный срок хранения? Возможно ли это или нет? Вопрос. Ну, да, скорее всего, да, потому что все мы оптимисты, но с точки зрения именно сегодняшнего дня, по опыту эксплуатации накопителя вообще в целом, то есть можно сказать, что да, возможно, это осуществимо, это вероятно, можно сказать, потому что именно вот по части накопителям уже с конца прошлого столетия ну, были такие реальные проекты, которые
были внедрены, и, ну, конечно же, за рубежом, это Япония, Германия, где, когда еще не было вот такого понятия, как умная интеллектуальная энергетика, в принципе, уже была необходимость в накопителях электрической энергии, потому что накопители – это в первую очередь не только консервация электрической энергии, ну, точнее, это консервация электрической энергии не для какого-то повторного использования в последующем, а моментное, скажем так, импульсное выравнивание электрической энергии в, допустим, ну, в дневном графике, скажем так. То же самое и с гидроаккумулирующими электрическими станциями. Есть такие электрические станции, которые накапливают верхний бассейн, ну, когда, допустим, потребление низкое, и в часы пика, ну, почему так происходит? Потому что потребление электрической энергии, оно динамичное. То есть, вот, допустим, на примере простого домохозяйства, семьи, что мы делаем ночью? Мы спим. Что у нас работает? Ну, грубо говоря, холодильник только работает. То есть это вот 300 ватт где-то потребляет холодильник. Утром просыпаемся, чайники включаем, готовим на электрической плите, допустим. Ну, вообще готовка происходит. То есть потребление возрастает. И потом люди ходят на работу, если рассматривать в масштабах, скажем так, населенного пункта, ну, в рабочие часы происходит какое-то производство, то есть у нас потребление также, опять же, растет. К примеру, обед, потребление немножко падает. То есть вот это я к тому, что нагрузка, она постоянно динамичная. И бывает так, что потребление превалирует над генерацией электрической энергии на электрических станциях. И в этом случае требуется такой выброс электрической энергии, который бы закрыл этот пик. То есть вот именно с этой целью и были установлены вот эти вот накопители. И они, ну да, конечно, все эти накопители, они оправдывают свое предназначение. И также вот возвращаясь к этим вот гидроаккумулирующим электрическим станциям, то есть накопитель надо рассматривать именно в общем понятии. То есть это накопление электрической энергии, не химическое только, как вот литий-ионные батареи и так далее, а это может быть вполне такой механический накопитель какой-то, маховик, допустим, большой, или вот, допустим, гидроаккумулирующие электрические станции и так далее. То есть все вот такие вот подходы к поиску накопления, ну не только электрической энергии, вообще любой энергии, она такая конвертируемая вещь. То есть мы с помощью механической энергии получаем электрическую энергию, передаем до потребителя, и у потребителя эту электрическую энергию также преобразуем в любой другой вид энергии, то есть механический. У нас вращается электродвигатель или там конвейер какой-нибудь. Ну, совсем простой пример, это вот у нас вращается тарелка в микроволновке, то есть вот движение происходит, в световую энергию и так далее. То есть это такая конвертируемая вещь, с помощью которой можно, в принципе, вот, ну, все, что, как угодно использовать. Да, вот так вот. И тогда вопрос, да, кстати, вот в наших условиях, да, холодная зима, да, и прочее, насколько возможны, практичны электромобили? Ну, как раз-таки электромобили повсеместно очень, ну, опять же, динамично, активно внедряются вообще вот по миру. У нас основной, ну, как я считаю, фактор, который, ну, помимо там, ну, не рассматривая системно, а именно вот локально, на примере одного, скажем так, одной машины, это вот как раз-таки холодная температура наша. Но вот также вот недавно вышла новость о том, что были разработаны именно накопители, ну, аккумуляторы для электромобилей, которые могут выдержать до, ну, точнее, не теряют своих свойств до практически 60 градусов по Цельсию минус. То есть это также идет развитие. И я считаю, что при должном
развития именно вот в части холодного климата и так далее. То есть они вот себя проявят очень, ну, скажем так, в хорошем качестве. И я вообще за электромобили в целом, потому что это за ними будущее. Они имеют совсем другие характеристики, намного превалирующие, вот, допустим, те же двигатели внутреннего сгорания и так далее. Ну, ДВС на данный момент, они как бы надежные, они уже апробированы, они используются уже, грубо говоря, столетиями, поэтому переход он плавный, но он будет все равно. Пример вот текущее состояние. Вот как-то я был потрясен однажды, да, кстати, опять же, буквально лет 10 назад, будучи в Китае, в Нанкине, да, обнаружив, что почти все мопеды стали электрическими, да, так сказать. Вот то, что раньше там производило огромное количество дыма и прочее, да, так сказать, вдруг один какой-то момент, значит, стало абсолютно невероятно тихим, и люди ходили с какими-то аккумуляторами, и везде заряжали их, и весь этот самый Нанкин, огромный город, да, так сказать, вдруг неожиданно стал довольно тихим, да, так сказать. И вот меня это абсолютно потрясло в то время, да, так сказать. Но Китай же с этого момента еще более стал богатым, да, так сказать. И тут моменты такие, что они думают о полном переходе, да, на электрические двигатели и прочее, да, это уже установка там Центрального комитета партии Китая, да, Коммунистической партии Китая, это уже как бы данность, да, которая произойдет реально. И, соответственно, может быть, это и правильно в том плане, что потребление, значит, таких энергоносителей, как нефть и прочее, это слишком, как говорится, дорогое удовольствие, потому что из этого же мы делаем все пластики, да, очень много органики, да, все то, что современная экономика связана, да, возможно, у нас единственный более-менее какой-то важный источник всего этого, да, заключается в нефти. И в будущем оно будет еще дорожать, я так понимаю, в любом случае, потому что оно же, потребление же не остается, не останавливается на месте, и простое ее сжигание, да, так сказать, станет вот, наверное, под вопросом большим, да, почему мы так тратим такие важные ресурсы, да. И в этом плане я хотел вот спросить Артура, да, так сказать, пожалуйста, вот момент такой, да, я вот все время слушал, да, так сказать, такие вещи, и были какие-то грандиозные, естественно, это журналистские сенсационные подходы, да, о том, что вот-вот открыли там холодный, значит, синтез, да, так сказать, имеется в виду то, что называется fusion, там прочее, да, так сказать, и даже вот какие-то очень важные источники научные, да, говорили о том, что вот Локхед только что, да, так сказать, что-то такое создал, и буквально может город там 300 тысяч в течение там очень небольшими затратами, значит, энергетически обеспечить. Насколько вот этот путь возможен, да, так сказать, или это все-таки, на ваш взгляд, чисто наша фантазия и просто желание видеть, как говорится, то, что мы просто хотим, но не сможем достичь? Да, спасибо вот за вопрос. Но тут вопрос двоякий, так как, в принципе, как я уже отметил, по холодному синтезу вот теория, в принципе, есть. То есть оно уже было разработано, но пока не достигнуты экспериментальные, то есть натурные исследования, то есть не реализованы натурные исследования. То есть, другими словами, у нас в настоящий момент нету таковых технологических, можно сказать, подходов для того, чтобы как раз-таки реализовать вот этот холодный термоядерный синтез и с такими связанными вот альтернативными источниками энергии. То есть тут, ну, тут еще необходимо дальше вот работать по данному направлению, поэтому вот как раз-таки тут и возникает вопрос. В основном в энергетике, то есть руководителями энергетики сидят, то есть финансисты, то есть экономисты, то есть они считают, сколько они затратят на то, чтобы реализовать данный продукт с какой-то процентной вероятностью, ну или сейчас вот модернизировать то, что у нас имеется. Ну, в данном случае, конечно же, всегда вот новая разработка, новая идея, оно
всегда оно является, ну, можно сказать, черной лошадкой, так как неизвестно, что у нас получится, или получится ли вообще при таких вот огромных затратах средств, средств и времени. Поэтому вот большинство сейчас вот, градостроящих компаний, то есть гигантов по энергетике, они, в принципе, сейчас как раз-таки направлены, вот то, что вот Александр сказал, вот на энергосбережение сейчас, вот, ну и, соответственно, для вот, сохранения как раз-таки, то есть разработку новых материалов, разработка различных как раз-таки способов для того, чтобы увеличить объему сохраняемой энергии, то есть в виде батарей. То есть вот такой вот момент. То есть у нас, ну, можно сказать, Ну вот мы по-настоящему, да. большие эти, да, согласен, да, что мы, значит, в Якутии очень большие потребители энергии, да, нереально, просто были очень теплые, да, так сказать, и как-то вот привыкли мы к этому, да, так сказать, чтобы все было очень жарко внутри, да, просто практически как в тропиках, да, так сказать, получается, и у нас энергорасходы, ну, абсолютно нереальные, да, так сказать, и сейчас, да, так сказать, мы же еще живем в ту эпоху, да, так сказать, цифрового перехода, когда, опять же, мы переходим на так называемую цифровую цивилизацию, которая фактически требует еще больше электрической энергии, да, и даже вот возникновение криптовалют, да, всяких разных, значит, логерных вот таких систем, да, так сказать, денежных, они же требуют также огромного количества электрической энергии для того, чтобы обеспечивать чисто все сервера эти, да, огромные нереальные мощности. Потом мы вдруг еще оказываемся в преддверии возникновения квантовой информатики, да, которая еще потребует больше энергии для того, чтобы обеспечить там определенные температурные условия, чтобы добиться этого. И фактически мы можем за очень короткое время, да, потребности наши не то чтобы там удвоить, может быть, даже утроить и прочее, да, так сказать. И тут есть какое-то предположение, что все-таки нам стоит развивать атомную энергетику больше. Почему она должно быть только всего там 4,3% мирового производства первичной энергии, да, так сказать. Что вы думаете насчет этого? Будет ли возможность, например, также использовать ядерную энергетику? У нас же, например, допустим, в Якутии, да, так сказать, создав здесь, в Якутии, такие мощные атомные электростанции. Такое возможно у нас вообще? Вопрос такой. Пожалуйста, Александр Да, Михайлович, как вы думаете? Ну вот как показывает практика, вот у нас как раз-таки вот рассматривается установка малой атомной электрической станции. Ну там мощность, конечно, немножко большая, 50 мегаватт. Это вот на половину города, грубо говоря, хватит. Но также были такие референтные технологии, которые были намного меньшей мощности, то есть 6 мегаватт и так далее. То есть это все равно много, но тенденция идет такая, то что вот, ну, там, конечно, все дело в экономику упирается, но именно с точки зрения, если абстрагируясь от вообще вот денег и так далее, с точки зрения удобности и так далее, я вот считаю, что получение каких-то вот новых устройств, ну не устройств, а микро, нано-атомных электрических станций, это было бы очень прекрасно. То есть, допустим, есть чемоданчик маленький, грубо говоря, или, ну хотя бы пускай с контейнер будет, привез его в отдаленный поселок какой-нибудь, поставил, загрузил топливо, и оно работает себе 10-20 лет. И потом один раз просто выводишь, и все. То есть они вот, если продумать с точки зрения безопасности, именно радиационной и так далее, все подойти к очень ответственно вот к этим вот нюансам, я думаю, это очень перспективно и направление, которое, скорее всего, будет развиваться, но и не в таких больших масштабах, конечно, но все равно найдет своего конечного потребителя. То есть я так думаю, я так считаю.
Потому что все-таки, если подумать, да, так сказать, вот строительство огромных мощностей, там имеется в виду вот, как это, ветровой там, например, да, так сказать, генерации электричества, да, других там способов, да, так сказать, оно же будет гораздо неэкономичнее, имеется в виду гораздо более расходным, чем, например, использование той же атомной энергетики, буквально. Если, Да, естественно, значит, если мы с точки зрения безопасности, да, сможем все это решить вопросы, да, кстати, то это совершенно единственное, может быть, даже приемлемое решение, которое существует, да, кстати, на данный момент. Не говоря о том, что другие вот возможности, да, так сказать, фактически являются гораздо более разрушительными с точки зрения экономического развития и прочее, да, так сказать, ну, создание там нереальных огромных ветряных полей и прочее, да, так сказать, да. это может быть гораздо более разрушительным для всего, да, так сказать, если честно, да, подойти к этому. Вот, ну, надо все же конкретно взвешивать, да, потому что мы же пришли к такому моменту, который требует, если уж говорить о качестве жизни, да, на севере, то оно абсолютно связано с как раз генерацией энергии, да. Чем у нас дешевле будет энергия, тем у нас возможностей будет гораздо больше для того, чтобы создавать ну, определенное высокое качество жизни для жителей. И это же Абсолютно верно. естественный вопрос, да, потому что не можем мы жить так на севере, да, потребляя огромное количество энергии, при этом имея невероятно дорогую электрическую энергию. Она просто будет выживать людей из севера. Получится так. Совершенно в таком плане, да, так сказать. Наверное, вы с этим согласны, да, Да. Да. действительно. Да. И в этом плане, да, так сказать, какие вот вы возможности думаете, да, так сказать, для такого скачкообразного увеличения потребностей энергии в Якутии? Такие вот возможности вы себе, как говорится, прогнозируете или нет? Ну да, прогноз есть, в целом вообще прогнозный, но именно вот с точки зрения потребления и так далее, если не повсеместно будут внедряться такие проекты, допустим, это энергоемкие, скажем так, но такого точно не будет. То есть за счет государственного направления именно вот по энергосбережению, то есть мы людей на самом деле, людей ну, различных хозяйственных организаций и так далее много, то есть они вот экономят тоже вроде бы по какой-то маленькой части, но в совокупности это выходит, как говорится, большая экономия. И как раз-таки внедрение каких-то вот энергоемких проектов, оно ну, не должно особо составить, как говорится, перевесить, точнее, вот тот баланс, который есть на данный момент. То есть баланс всегда на данный момент он будет сохраняться. Мгм. Я так считаю. Мгм. Можно еще отметить, да, вот как раз таки вот по энергосбережению то есть и по атомной энергетике, как раз таки вот по республике, соответственно, ну это оно вот атомная энергетика достаточно перспективное направление у нас, но опять-таки тормозящие факторы для реализации атомной энергетики в республике можно выделить два основных фактора. Это, во-первых, это общественное мнение, то, что Мгм. оно очень не готово. И второе, самое главное, я считаю, что это то, что это по финансовой части, то есть на территории республики недостаточное количество, вот, как раз таки, вот как Александр отметил, энергоемких предприятий, которые бы способствовали развитию как раз таки вот атомной энергетики. То есть, если Мгм. вот два фактора мы решим, то, соответственно, в принципе, то есть, вопрос разработки атомных станций то тут уже, я считаю, не станет. То есть, в принципе, там методика есть, разработки есть, специалисты тоже есть в этой Мгм. части. Но вот но вопрос касаемо как раз-таки вот малых атомных станций. Вот тут вот как раз-таки ну, пытаются сейчас вот работать именно по разработке малых плавучих даже вот атомных станций, которые вот в принципе есть тоже в разработке. Мгм.
Ну вот я согласен абсолютно, да, если вот взять буквально в сухом остатке, да, так сказать, то вся экономическая перспектива развития региона зависит от того, насколько будет доступным и возможным, значит, энергетика, имеется в виду энергогенерирующие возможности, потенциал, да, так сказать. Ну и, соответственно, на основе этого, да, так сказать, развитие самой экономики, да, так сказать. Вот если мы не смогли к этому времени создать это, да, и потребностей у нас и будет мало, да, так сказать, и, соответственно, оно и не будет развиваться. То есть это такой, как говорится, это такой круг, да, так сказать, круговорот абсолютно замкнутый. И фактически мы упираемся на том, что развитие Якутии, она требует большого количества электрической энергии, да, кстати, одновременно наши нынешние потребности такие маленькие, да, что невозможно каким-то образом на это, да, вложить деньги и прочее, чтобы их развивать. Соответственно, мы остаемся еще на уровне вот такого, как говорится, предскачкового такого, значит, развития, да, так сказать, получается. И чтобы каким-то образом изменить, там должна быть абсолютно другая, видимо, концепция, концептуальное видение того, каким мы хотим видеть экономику региона, как она будет интегрирована и прочее, да, так сказать. То есть на самом-то деле мы еще в преддверии очень далеко находимся в нашем понимании, как и чего мы хотим с нашей территорией сделать. Так же ведь я понимаю? Да, да, абсолютно, Да. абсолютно согласен. И как раз таки вот, как раз таки вот тема, что развивать, вот как раз, Василий Климович, вы отметили про криптовалюты, про майнинг, там затрачивается огромное количество просто электричества, просто-напросто для того, чтобы охладить систему майнинга. Но вот как раз таки вот территория, география Якутии является естественным естественной средой для того, чтобы охлаждать систему. Ну, если придумать какой-то метод, подход для того, чтобы реализовать охлаждение через естественную среду, то тут, я бы сказал, мы Что бы есть какие-то выиграли. возможности, да? Да, мы бы выиграли в этом плане, так как у нас почти 8 месяцев холода, так что... Хорошо, замечательно. На этой такой оптимистичной ноте, наверное, мы завершим сегодняшний вебинар, да, кстати. Вот предлагаем все-таки ребятам, значит, заинтересоваться экономикой, да, кстати, энергетики, да, и возможностями, которые в будущем могут быть, и потому что это реально связано с нашим развитием, нашим будущим, вся эта, значит, будущее развитие энергетики. Поэтому сегодня мы такое затронули очень поверхностно на самом-то деле, но я думаю, что в любом случае тот, который заинтересуется этим, сможет найти больше информации, потому что информации очень много. Огромная благодарность вам, значит, Артур Григорьевич и Александр Михайлович, да, за то, что вы приняли участие, да, и наша сегодняшняя беседа будет на YouTube, и я надеюсь, что наши юные исследователи будут обращаться, смотреть и, как говорится, немножко подумают о том, что можно сделать. Так, спасибо большое. До свидания. Спасибо. До Да, свидания. благодарю вас. Спасибо.